Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами вновь обратимся к изучению свойств тепловых явлений. И я рада приветствовать вас на уроке физики, тема которого внутренняя энергия, работа при сжатии и расширении газа. Во время сегодняшнего урока, ребята, мы с вами вспомним о способах изменения внутренней энергии тела и самостоятельно проведем эксперимент, который поможет ближе познакомиться с одним из них – работой. Узнаем о работе газа или пара при расширении и сжатии, закрепим свои знания по теме теплообмена и его виды и потренируемся в решении задач по теме, расширим свой кругозор, применяя полученные знания к объяснению принципа действия некоторых устройств и приборов. Вспомним, что тела состоят из частиц, которые движутся, то есть обладают кинетической энергией и взаимодействуют друг с другом, значит, обладают потенциальной энергией. Сумму всех кинетических и потенциальных энергий частиц, из которых состоит тело, называют внутренней энергией тела и измеряют в джоулях. Внутренняя энергия тела тем больше, чем больше число частиц в нем и чем выше температура тела. Существует два способа изменения внутренней энергии тела – теплообмен или теплопередача и работа. На прошлых уроках мы с вами подробно изучили один из способов изменения внутренней энергии – теплообмен или теплопередачу и ее виды – теплопроводность, конвекцию и излучение. Посмотрите на экран. Что вы видите? Конечно, это примеры различных видов теплообмена. На экране царит настоящий хаос. Совершенно невозможно разобраться, к какому из видов теплопередачи относится каждый пример. Давайте наведем порядок. Пожалуйста, систематизируйте рисунки. Проверим, что у вас получилось. Итак, теплопроводность – это такой вид теплообмена, при котором энергия передается от более нагретых тел или частей тела к менее нагретым при непосредственном контакте. К примерам теплопроводности мы отнесем нагревание спицы в пламени свечи, приготовление пищи на плите. Нахохлившийся в морозный зимний день воробушек также используют плохую теплопроводность воздуха для того, чтобы не замерзнуть. Конвекцией мы называем перенос энергии веществом. К примерам конвекции на экране относятся действия вентилятора и обогревателя, а также ласковый морской бриз. Излучение – это способ теплопередачи с помощью электромагнитных волн. Согревающие лучи солнца, устройство микроволновой печи и розжиг пламени с помощью лупы – все это примеры излучения. Из курса физики 7 класса мы знакомы с понятием механическая работа, которая связана с перемещением тела под действием приложенной к нему силы. Давайте проведем эксперимент, который поможет нам убедиться в том, что изменение внутренней энергии тела возможно при совершении механической работы. Для эксперимента нам понадобится алюминиевая фольга и лист картона. Прижмите фольгу к картону и убедитесь, что для перемещения фольги по поверхности картона нужно приложить силу, а значит завершить работу. Потрите фольгу о картон, сделав 10 движений вперед и назад. А теперь прикоснитесь к фольге и картону. Ответьте на вопросы. Как изменилась температура фольги и полоски картона после совершения работы? Правильно, мы наблюдаем увеличение температуры фольги и картона, пусть и незначительное. Каким способом изменялась внутренняя энергия этих тел в проделанном опыте? Верный ответ
Внутренняя энергия изменилась за счет работы силы трения. Третий вопрос. Как изменились внутренние энергии соприкасающихся поверхностей после совершения работы? Мы знаем ответ. Раз температура тела возросла, значит внутренние энергии фольги и картона увеличились. Теперь мы можем сделать вывод о том, что внутренняя энергия может изменяться в результате совершения работы самим телом или над ним. Итак, работа – это еще один способ изменения внутренней энергии тела. В жизни мы часто встречаем примеры, доказывающие это утверждение. С помощью силы трения древний человек разжигал огонь. Если по куску свинца несколько раз ударить молотком, то даже на ощупь можно определить, что он нагреется. Если вы хотя бы раз перегибали проволоку, то наверняка помните, что в месте изгиба она становится довольно горячей. Следовательно, внутренняя энергия тел увеличивается благодаря тому, что над ними совершается работа. Важно запомнить, ребята, если тело само совершает работу, то его внутренняя энергия уменьшается, а если над ним совершают работу, то внутренняя энергия тела увеличивается. А теперь минутка любознательности, связанная со знанием физических законов, конечно. Знаете ли вы, для чего горки в аквапарке поливают водой? Подумайте. Конечно, вы догадались, что это нужно для того, чтобы уменьшить трение между горкой и нашей кожей. Скорость скатывания с горки так велика, что без воды из-за работы силы трения выделялось бы тепло, достаточное для того, чтобы получить серьезный ожог. Пришло время поговорить о работе газа. Проведем опыт. В цилиндр под поршнем поместим кусочек ваты, смоченной бензином, и резко опустим поршень. Вы видите? Вата воспламеняется. Опыт с воздушным огнивом доказывает, что, совершая работу над газом, мы увеличиваем его внутреннюю энергию. Проведем еще один опыт. Нальем в пробирку воду. Закроем пробирку пробкой и начнем нагревать. В результате нагревания вода закипит, и образовавшийся над ее поверхностью пар, расширившись, передаст часть своей внутренней энергии пробке. Пробка вылетит, а внутренняя энергия пара уменьшится за счет совершенной им работы по перемещению пробки. Итак, в результате проведенных экспериментов мы установили, что при сжатии газа внешними силами над ними совершается работа А, и внутренняя энергия газа увеличивается, а при расширении сам газ совершает работу А', внутренняя энергия его при этом уменьшается. Рассчитаем, чему равна работа, совершаемая газом при расширении. Но для начала посмотрим видеофрагмент. Пусть в горизонтально расположенном цилиндре под поршнем, который может перемещаться без трения, находится сжатый газ. В этом состоянии газ занимает объем V1 и давление P. Если предоставить поршню свободу, то газ расширится и передвинет поршень. Предположим, что поршень совершит такое маленькое перемещение, при котором изменением давления можно пренебречь. Тогда объем станет равным V2, а давление останется прежним. При расширении газ перемещается на расстояние ΔL под действием силы F. Работа, которую совершает газ, равна произведению модуля вектора силы и модуля вектора перемещения. При этом считаем, что сила постоянна. Сила давления равна произведению давления на площадь поршня,
Тогда работа равна произведению давления площади поршня и модуля вектора перемещения. Произведение площади поршня и модуля вектора перемещения есть изменение объема газа. Таким образом, работа при изменении объема газа при неизменном давлении равна произведению его давления и изменения его объема. Работу газа для случая постоянного давления можно представить графически. Построим график зависимости давления газа от его объема. Поскольку давление газа не меняется, то графиком будет прямая, параллельная оси абсцисс. Работа газа равна произведению давления газа и изменению его объема. На графике это произведение равно площади прямоугольника, ограниченного графиком постоянного давления, осью абсцисс и перпендикулярами, восстановленными к оси абсцисс в точках V1 и V2. Если давление газа не остается постоянным, то для вычисления работы необходимо разбить процесс изменения состояния газа на элементарные процессы, происходящие при постоянном давлении, и вычислить значение элементарных работ, которые численно равны площадям прямоугольников, а затем все их сложить. Суммарная работа будет и в этом случае численно равна площади фигуры, ограниченной графиком зависимости давления от объема, осью абсцисс и перпендикулярами, восстановленными к оси абсцисс в точках V1 и V2. Мы выяснили, что работа А', совершаемая газом при расширении, положительна, так как направление силы и направление перемещения поршня совпадают. В процессе расширения газ передает энергию окружающим телам. Работу газа мы можем найти по формуле произведения давления на разность объемов. Работа внешних сил А в этом случае отличается от работы газа только знаком и отрицательно. При сжатии газа, наоборот, работа внешних сил окажется положительной, а работа, совершаемая самим газом, отрицательной. Внешние силы, сжимая газ, передадут ему часть своей энергии. Обращаю ваше внимание на то, что сегодня мы вычислили работу газа при изобарном расширении или сжатии. Как вычисляется данная величина для других процессов, вы узнаете в старших классах. А теперь решим задачу. Газ, находящийся под давлением 10 в пятой степени паскаль, изобарно расширился, совершив работу 25 джоулей. Насколько увеличился объем газа? Давайте запишем краткое условие задачи. Нам дано давление газа 10 в пятой степени паскаль, работа, совершенная газом, 25 джоулей. Необходимо найти изменение объема дельта В. Запишем формулу для вычисления работы газа. А' равно P дельта В, из которой выведем формулу для расчета изменения объема. Дельта В равно отношению работы газа к давлению. Подставим формулу значения и решим задачу. Получим 25 умноженное на 10 в минус пятой степени кубического метра. Проверим размерности. Итак, объем газа увеличился на 25 на 10 в минус пятой степени метра кубического. И снова порешаем. Теперь задача на расчет количества теплоты, полученного или переданного телом в результате теплообмена. Итак, задача. Стальное сверло массой 100 грамм при работе нагрелось от 15 до 115 градусов Цельсия. Сколько энергии израсходовано двигателем при нагревании сверла? Порассуждаем. Мы знаем, что в результате работы сверло нагрелось и можем рассчитать,
количество теплоты, полученное сверлом по формуле Q равно Cm T2 минус T1. Узнав, какое количество теплоты получено сверлом, мы можем ответить на вопрос задачи, оценив потери энергии двигателя на нагревание сверла. Запишем краткое условие задачи, переведем массу в Си, это 0,1 килограмма, найдем значение удельной теплоемкости железа в таблице, оно составляет 460 джоулей на килограмм градус Цельсия. Запишем формулу Q равно Cm T2 минус T1 и решим задачу. Итак, электродвигателем израсходовано 4,6 тысяч джоулей теплоты или 4,6 килоджоуля теплоты на нагревание сверла при работе. И еще задача. Для изменения температуры металлической детали массой 100 грамм от 20 до 40 градусов Цельсия потребовалось 1840 джоулей энергии. Определите, из какого металла сделана деталь. Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, нам необходимо определить удельную теплоемкость вещества, из которого изготовлена деталь. Запишем краткое условие задачи и произведем необходимый перевод величин в Си. Из формулы для расчета количества теплоты выведем рабочую формулу для определения удельной теплоемкости вещества. С равно Q, деленное на m, T2 минус T1. Подставим данные формулу и найдем искомую величину. Мы получили удельную теплоемкость, равную 920 джоулям на килограмм градус Цельсия. Воспользуемся таблицей удельных теплоемкостей твердых тел и определим, что полученное значение соответствует удельной теплоемкости алюминия. Можно уверенно говорить, что металлическая деталь, описанная в задаче, изготовлена из алюминия. А теперь проверим, хорошо ли вы усвоили материал прошлых уроков. И немного поиграем в игру «Веришь? Не веришь?». Правила просты. Вам необходимо оценить достоверность ответов, опираясь на знания физики. Начнем. Верите ли вы, что горячий чай удобнее и безопаснее пить из фарфоровой чашки, чем из металлической? Это утверждение верно, так как фарфор обладает меньшей теплопроводностью, чем металлы, а значит меньше риска обжечься. Верите ли вы, что если в медные и стеклянные сосуды налить жидкость одинаковой температуры и массы, то стеклянный сосуд нагреется быстрее медного? Это неверно. Стекло – плохой проводник тепла, металлический сосуд нагреется быстрее. Для того, чтобы лучше обогреть комнату, радиаторы центрального отопления необходимо устанавливать вверху комнаты, над окном, не так ли? Вовсе нет, ведь теплые конвекционные потоки поднимаются вверх. Значит, батареи отопления должны быть установлены внизу комнаты. Верно ли, что для того, чтобы кастрюля с кашей оставалась как можно дольше горячей, ее лучше завернуть в пуховое одеяло, чем в кухонное полотенце? Да, это так. Одеяло в данном случае будет лучшим теплоизолятором, чем полотенце, потому что прослойка воздуха в нем значительно больше, а значит тепло кастрюли сохранится дольше. Верно ли, что для того, чтобы быстрее охладить компот, сосуд с ним лучше поставить на лед? Конечно, лед поможет охладить напиток, но чтобы это происходило быстрее,
Лед нужно разместить над сосудом. Охлаждаясь, верхние слои жидкости будут опускаться вниз, замещая собой более теплые. По такому принципу устроены промышленные холодильники. Верно ли, что теплопроводность невозможна в вакууме? Это верное утверждение. Ни теплопроводность, ни конвекция невозможны там, где нет вещества. Поэтому, например, тепло от Солнца передается к Земле с помощью излучения. Железная и медная детали имеют одинаковую массу и температуру. Их опустили в холодную воду. Быстрее охладится медная деталь. Правда? Верно. Если проанализировать таблицу удельных теплоемкостей веществ, то можно увидеть, что удельная теплоемкость меди меньше, чем железа, а значит, для охлаждения меди необходимо отдать воде меньшее количество теплоты, чем железу. Верно ли, что чем ниже температура тела, тем интенсивнее оно излучает тепловую энергию? Это утверждение неверно. Излучение тепловой энергии тем выше, чем больше температура тела. А знаете ли вы, что принцип действия бесконтактного термометра или пирометра как раз основан на анализе интенсивности теплового излучения, испускаемого телом в инфракрасном или видимом диапазоне волн? Пирометры сегодня широко применяются в теплоэнергетике для оперативного контроля температуры важных производственных участков, в электроэнергетике для обеспечения пожарной безопасности, в лабораториях при постановке экспериментов, в строительстве для расчета потерь тепла, в быту для измерения температуры человека, помещений и при приготовлении пищи, в охранных системах и много где еще. Дома я вам предлагаю, ребята, подробнее изучить принцип действия бесконтактного термометра и узнать об истории его возникновения, достоинствах и недостатках. С помощью предложенных на экране и других доступных вам источников информации подготовьте небольшое сообщение и поделитесь своими знаниями с учителем и одноклассниками. А теперь подведем итоги урока. Сегодня мы узнали, что внутреннюю энергию тела можно изменить в процессе теплообмена или совершения работы. Газ, расширяясь, совершает работу, при этом его внутренняя энергия убывает. При сжатии газа его внутренняя энергия увеличивается за счет работы внешних сил. Работа газа при изобарном расширении рассчитывается по формуле А' равно P дельта В. Знание теоретического материала по теме внутренняя энергия и способы ее изменения позволяют нам объяснить многие явления, окружающие нас, а также понять принцип действия некоторых приборов и устройств и сделать нашу жизнь удобнее и безопаснее. А теперь оценим интенсивность успешности сегодняшнего урока для вас. Чем легче и интереснее был сегодня урок, тем ярче горит лампа на шкале нашего успеха. Наш урок подошел к концу. Сегодня мы многое узнали и многому научились. Наше путешествие в мир физических явлений и законов продолжим на следующем уроке. А пока перемена. До свидания, ребята!